В послужном списке Махмуда Али Калиматова работа в прокурорском надзоре в Самаре и Ингушетии, руководство Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Самарской области, работа советником губернатора Самарской области, государственный советник юстиции 3-го класса, государственный советник России 2-го класса, почетный работник прокуратуры России. 8 сентября 2019 года после избрания депутатами Народного собрания Махмуд Али Калиматов принес присягу и официально вступил в должность главы Ингушетии. За более чем 4 года развития получили инвестиционные проекты, решаются проблемы социальной сферы, энергетики и ЖКХ. В полном объеме осуществлены выплаты по мерам бюджетного принуждения. С 2019 года Ингушетия перечислила в федеральный бюджет 3,9 миллиарда рублей. Последний транш выплачен в начале 2023 года. Другой, не менее болезненный вопрос, стоявший перед бюджетом, это кредиторская задолженность. К середине 2019 года ее объем составлял 5,8 миллиарда рублей. 4 года последовательно проводится работа по ее погашению. Всего общий объем долговых обязательств снизился на 7,7 миллиарда рублей с 11,8 миллиарда до 4,1 миллиарда. Оставшаяся задолженность тоже будет реструктуризирована. С приходом Махмуда Макшариповича Калиматова к руководству республикой была разработана, сформирована новая экономическая политика. Она состоит из нескольких направлений, из нескольких векторов. Это, во-первых, сокращение заимствований внешних источников. Это погашение кредиторской задолженности. Мы являемся единственным регионом Северокавказского федерального округа, который не нарастил ни 1 рубля, ни 1 копейки по сравнению с другими территориями. Следующий вектор развития, который был определен главой, это ввод растающих предприятий в эксплуатацию, борьба с коррупцией. Это, значит, улучшение инвестиционного климата, развитие кадрового потенциала. Вот на этих позициях, собственно, базируется новая экономическая политика, которую проводит команда во главе с Махмудом Али Макшариповичем Калиматовым. Я должен сказать, эта политика дала уже свои результаты. Вот не могу не похвастаться некоторыми цифрами. Индекс промышленного производства по итогам полугодия составил 113,9%. Мы занимаем по этому индексу 2-е место в СКФО. То есть почти 14% дали прироста, несмотря на санкционные режимы, постковидная, так сказать, ситуация экономическая. Рост у нас достаточно хороший. Обрабатывающее производство в 1,7 раз увеличили отгрузку. Представляете, это лучший показатель СКФО, 1-е место в 1,7 раза. Ввод жилья у нас увеличился в 4,1 раза. Здесь мы тоже безусловные лидеры. Понятно, я говорю про относительные цифры. В абсолютном плане это меньше. У нас и территория меньше, и население меньше. Но тем не менее динамика она впечатляет. Это официальные данные Севкавказстата. По поручению Махмуда Али Калиматова реанимированы предприятия, простаивавшие годами. Заработали швейное производство и обувная фабрика. Это обеспечило новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Открылся лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», птицекомплекс «Южный». Все этапы запуска производства руководитель субъекта контролировал лично. Открылся сборочный цех по производству локальных очистных сооружений. Это инвестиционный проект. Запущен реанимированный комбинат детского питания. Общий объем финансирования объекта – 149 миллионов рублей. Уровень регистрируемой безработицы в 2022 году снизился с 15% до 10%. Это беспрецедентно низкий показатель для региона. Значительным результатом является рост за 3 года численности работников предпринимательства на 76,4%. Согласно статистике, Ингушетия вошла в топ-10 регионов по росту промышленного производства по итогам полугодия 2022 года. У нас очень серьезно улучшен инвестиционный климат. На Санкт-Петербургском инвестиционном форуме президент обратил внимание на наши успехи. Мы поднялись на 24 позиции. То есть это было заявлено президентом. И, конечно, это вызвало очень такое хорошее отношение, ответное отношение со стороны ингушей. Потому что приятно, когда первое лицо государства отмечает успехи и хвалит. Мы это очень широко обсуждали. Отмечать не скажу, что отмечали, но обсуждали и этим гордимся, конечно же.
Глава и правительство Ингушетии ведут работу по привлечению в регион крупных инвесторов для строительства объектов. Наш земляк, меценат Михаил Гуцериев намерен вкладывать средства в строительство и реконструкцию объектов культуры, образования и развития Джайрасского района. Население мотивирует к ведению собственного хозяйства. По инициативе Махмуда Али Калиматова в регионе который год подряд проводится аграрный конкурс. По итогам оценки конкурсной комиссии Минсельхоза в 2022 году лучшими из 296 стали хозяйства 5 человек. Еще 35 разделили между собой поощрительные места. За период с 2019 года наблюдается динамика роста производства продукции сельского хозяйства на 150%. Сбор зерна за прошедшие 3 года увеличился на 151%, картофеля на 116%, овощей на 172%. Бог начал делать посевной материал, всякие удобрения. Я же к чему говорю? Вы там зря вы использовать сюда, вы дар в полном смысле этого слова. Ну, наш толку не будет. Акцент на развитие животноводства. По поручению главы республики в государственных унитарных предприятиях закупили мелко- и крупнорогатый скот. Восстановлены кошары, пустовавшие многие годы. На регулярной основе во всех населенных пунктах региона проходят сельскохозяйственные ярмарки. Реализуется продукция местных товаропроизводителей по цене ниже рыночной. Продовольственная безопасность, она постоянно в речах и в указах президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Продовольственная безопасность республики сегодня по мясу, по птице, по зерновым полностью, да, мы выполнили. По исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» республика лидирует в стране. За счет средств Дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета в 2019 году министерство привело в нормативное состояние дороги протяженностью более 36 километров. В 2020 году 68 километров, в 2021 году 61 километр. В 2022 году преобразили более 53 километров дорог. В 2023 году в Ингушетии обновят почти 30 километров дорог. Хочу сказать, что уже стала доброй традицией, очень доброй, я считаю, говорить о том, что наше Министерство автомобильных дорог, раньше мы говорили, одно из лучших в нашей стране. Сегодня мы можем сказать, что за 2022 год впервые у нас за всю историю, как нацпроектов, так и в принципе, впервые по госпрограммам было приведено в нормативное состояние мостовое сооружение. Мы знаем, да, что разные, причем абсолютно объективные причины мешали нам попасть в это мероприятие, потому что нет у нас с вами уникальных объектов на балансе и так далее. Начиная с прошлого года мы участвуем в этом мероприятии. Одно мостовое сооружение было приведено в нормативное состояние, и мы все видели, кто вживую, кто по телевизору, насколько красочным мероприятием это было открытие, которое глава открыл этот мост. Безусловно, это в первую очередь комфорт для жителей, ну и в принципе знаменательное событие. Что касается социальной сферы, в период с 2019 года в Ингушетии открыли 29 новых школ и 37 детских садов. В 2022 году проведен капитальный ремонт в 13 функционирующих школах. Фельдшерско-акушерские пункты открылись в Джайрахе, Арымхи, Барсуки и Вежери-Юрт. Новая амбулатория со стационаром обслуживает жителей Троицкой. Спальный корпус открыт для дома ветеранов в Сурхахи. Каждый хамди наха догоздокаш аниктя туабабали ген наигайли берхастадали догоздок хамдич дал халышк нал наха халышк تحمد أروحه كذا دليل مرسل منزل دليل تحمد أروحه مالي خدس مسخان أحد يحم تخنه دوخ دي خات сунер замик ди хат. Но я знаю, сегодня 50 человек могут здесь находиться. Я только хочу искренне далам дарб худолыш шуан мяш могут шо худолыш хахалаха узхадак дес из них выбит айцер дал эту боку в дачахбах. Присвоен международный статус аэропорту Магаз. Решение указанного вопроса находилось в работе с 1998 года. Благодаря инициативе и поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова запустили новые авиарейсы из аэропорта имени Сулымбека Асканова, Тюмень, Самара и Санкт-Петербург. Удобно и, главное, быстро. А с июня самолеты из Ингушского аэропорта будут летать в Карелию.
По поручению Махмуда Али Калиматова в Вежере-Юрт произошли значительные изменения. Глава посещал населенный пункт в ходе своих первых инспекций по региону и обещал изменить социальную среду сельчан. За короткий период там не только открыли дорогу, но и построили дом культуры, ФАП. Первый детский сад принял воспитанников, а школу, построенную почти 40 лет назад, отремонтировали и соорудили рядом спортивную площадку. Обещанные главой республики изменения произошли. А я это забираю себе. В Сунже открыли долгожданный дом культуры. Капитальный ремонт здания проводили по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Объект преобразили. Классические люстры в стиле ампир, шторы из бархата, дополнительные посадочные места, качественный звук и новейшее оборудование, аппаратура, а также современный свет. Появится своя галерея. Также в Сунже реконструировали стадион имени Дьякова. На объекте заменили все. Работы контролировал глава лично. Результат жители республики увидели в дни празднований 250-летия единения с Россией и 30-летия Ингушетии. Динамику развития всех отраслей оценил президент страны. Итоги и планы развития региона Владимир Путин и Махмуд Али Калиматов обсуждали на личной встрече. Успехи и достижения. Решение проблемных вопросов было бы невозможно без поддержки федерального центра. Возможность представить республику, оголить проблемы и решить задачи, и показать все свое культурное наследие, представляется всего-навсего 6 раз в год, 6 республикам. То есть если из 85 республик до нас дошла очередь, но вот с помощью и главы республики, и наших сенаторов мы смогли такое провести очень мощное всероссийское такое мероприятие, что позволило некоторые вещи сдвинуть с мертвой точки, такие как водоснабжение, водоотведение, та же самая кредиторка. То есть нас услышали и увидели. За годы руководства республикой Махмуду Али Калиматову удалось исполнить обещанные народу при вступлении в должность изменения. Впереди новые свершения, реализация крупных инвестиционных проектов, национальных программ России и задач президента страны.